В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная и Алексей Соколов. Смотрите в программе. В Москве завершилась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Участие приняли рекордное число российских и зарубежных журналистов. Задать вопросы удалось репортеру газеты «Якутия». Комплексный подход в решении накопившихся проблем сможет поднять Крайний Север. Какие задачи поставлены перед новым министерством по развитию Арктики? Газификация, ремонт дорог и освещение. Доходная часть бюджета Ленского района увеличилась. Сколько планируют реализовать на нужды Улуса? С дошкольными деревяшками покончено. В Якутске не осталось деревянных детских садов. В Сайсарском округе открыли новые учреждения. Алданские школьники пробуют себя в печатном деле. Первые успехи юных корреспондентов. В Москве завершилась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Участие приняли рекордное число российских и зарубежных журналистов – 1702. Репортеру газеты «Якутия» Александру Ильину удалось задать вопрос про строительство моста через Лену. Он отметил, что по аналогии с Крымским мостом переход через реку Лену в Якутии может стать символом освоения азиатской части России. Президент отметил, что нужно точно посчитать стоимость моста. Вы сказали, это должно быть связано с развитием. Вот это нужно точно посчитать. Стоимость этого моста, а мы говорим об этом уже давно, несколько лет, очень большая. Это дорогой проект. Надо посмотреть, он упрется просто в город и все. Или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лены, развитие экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Вот что надо решить. Надо решить, надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона в целом. Вот если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем. Что пресс-служба главы республики распространила заявление Айсена Николаева относительно моста через Лену. По словам главы региона, Ленский мост нужен не одному городу Якутску, а всему макрорегиону Дальнего Востока России. Мост обеспечит республике круглогодичное сквозное транспортное сообщение, а в целом даст действующую магистраль, связывающую Якутию с соседними регионами. В перспективе мост позволит соединить широтные транспортные магистрали. Айсен Николаев также выразил уверенность, что решение о строительстве будет принято и Ленский мост будет построен. Лидер страны ответил на вопросы о том, как обеспечить интересы всех зрителей телевидения и что делать региональному телевидению. Он заявил, что знает о проблемах как регионального ТВ, так и зрителей отдельных сел. Владимир Путин отметил, что постепенно страна придет к цифровому качеству вещания. Договорились, что будем действовать очень аккуратно, двигаться небольшими шагами. Будут оказывать поддержку всем для того, чтобы переключиться на цифру. Была идея переходить резко, не буду скрывать. Быстрыми темпами в течение полугода я сказал, нет, мы так не можем поступить. Мы должны действовать очень аккуратно, внимательно следить, что будет происходить на территориях. И, безусловно, обеспечить интересы людей, которые не могут себе позволить даже за небольшие деньги, за личные купить эти приставки. Будем смотреть по тому, как проходят эти практики на отдельных территориях. В ходе своей пресс-конференции Владимир Путин также заявил о том, что до 2024 года в России построят 200 мусороперерабатывающих заводов. По его словам, в России десятилетиями просто сбрасывали мусор в ямы. У нас 70 миллионов тонн ежегодно продуцируется. У нас просто все это сбрасывается на свалки. Нам нужно решить несколько ключевых и первоочередных задач. Нужно ликвидировать незаконные свалки. Это первое, что нужно сделать. И второе, что нужно сделать, это выстроить целую индустрию переработки. Государство, прежде всего в лице регионов, а затем и муниципалитетов, должны создать условия для вот этого раздельного сбора мусора и последующей утилизации. Я понимаю людей, которые выступают против строительства заводов. И надо сказать, что вот вы сейчас упомянули про международный опыт, но надо чтобы этот опыт был у нас использован в лучших его вариантах. У нас часто это получается. Но и
и здесь, чтобы было то же самое. Экологи, например, некоторые, да и граждане на территориях некоторые возражают против строительства даже мусоросжигающих заводов, перерабатывающих. Но надо, чтобы эти заводы были качественные, эффективные, чтобы нам на них не экономили на фильтрах на этих. Это самая дорогая часть заводов по переработке и сжиганию. Но надо, чтобы сделано все было по соответствующей технологии и методике. К другим событиям. Новое министерство по развитию Арктики, создание которого в своем послании анонсировал глава республики Айсен Николаев, объединит представителей северных народов с органами исполнительной и законодательной власти. Только комплексный подход в решении накопившихся проблем сможет поднять крайний север, согласно эксперты. Чем займется новое ведомство, расскажет Марианна Кутукова. Арктика – будущее Якутии, но сегодня это общая боль, считает глава Якутии Айсен Николаев. Крайний север становится безлюдным. За последние 8 лет население арктических районов сократилось на 8%. На треть стало меньше оленеводов, поголовье уменьшилось на четверть. Развитие Арктики требует комплексного подхода. Для этого в Якутии создают отдельное министерство. Экономический рост северных улусов республики связан сегодня с формированием северо-якутской опорной зоны развития арктической зоны России. Упор будет сделан на развитие транспортной инфраструктуры вокруг Северного морского пути. Это реконструкция портов, создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи, строительство которой начнется в 2019 году. В рамках национальных проектов начнется масштабная реконструкция северных аэропортов. Развитие транспортной системы даст толчок промышленному развитию Арктики, освоению недровых запасов мирового масштаба. Задача – привлечь инвесторов, помочь бизнесу в продвижении и реализации крупных проектов. Специалисты считают, что новое министерство должно с флагом взяться за реализацию уже запылившейся территории опережающего развития Арктика. Чтобы реализовать эти инвестиционные проекты, я совершенно согласен с предположением, что это можно сделать только если там можно будет сделать ТОР. То есть новый министр, я считаю, что его задача номер один – не отдать рыбакам рыбу, а научить рыбаков рыбачить. То есть создать задел для обогащения и развития этих территорий на годы вперед. Новое министерство будет координировать все проекты в арктической зоне Якутии. В ближайшее время разработают отдельную программу по комплексному развитию Арктики. Если раньше мы в некоторых документах говорили только о том, что отдельно транспортное, да, Севморпуть, отдельно освоение, поскольку 30% углеводородов находится в Арктике, сейчас мы говорим о комплексном освоении. Это обнадеживает, поскольку глава республики понимает значимость проблемы и обращает внимание на благополучие каждого жителя Арктики. Отметим, что в Якутии вопросами Крайнего Севера занимается Госкомитет по делам Арктики. Однако, по словам Айсена Николаева, сегодня его работа свелась лишь к регулированию оленеводства и рыболовства. Сохранение экологии, традиционного уклада жизни и среды обитания северных народов. Вместе с тем цифровизация и повышение качества жизни. Масштаб задач сегодня требует абсолютно нового уровня работы и качества управления. Марианна Кутукова, Григорий Охлопков, Саргалана Федорова, Якутск. В конце года компания «Железные дороги Якутии» планирует получить 100 миллионов рублей чистой прибыли за 2018 год. Если в целом по российским железным дорогам достигнут уровень производительности труда максимум до 5%, то «Железные дороги Якутии» повысила этот показатель до 6%. Компания впервые перевезла свыше 5 миллионов тонн груза, это около 20% выше прошлогоднего показателя. Основную долю в общем объеме перевозок составляет уголь. Были увеличены объемы перевозок сюда, в центральную часть Якутии. Такие позиции, как нефтепродукты, продукты питания, грузы в контейнерах, что позволило компании значительно увеличить тоннокилометровую работу почти на 7%. Это основной показатель, за счет которого, так сказать, получается доходная часть компании. Второе направление работы компании – достройка инфраструктуры железнодорожной линии Томут-Нижний Бестях тоже успешно завершается. 24 декабря рабочая комиссия примет проделанную работу, установит тарифы, поезда повезут товары народного потребления по сниженному тарифу.
В Якутске не осталось деревянных детских садов. Сегодня в Сайсарском округе открыли новый детский сад «Ивушка». Он примет в свои стены 240 воспитанников. Построили детсад на месте старого деревянного здания по проекту государственно-частного партнерства. В рамках подписанного соглашения между правительством Якутии и группой ВИЗ строительный и инвестиционный холдинг до 2019 года построит в республике 12 социальных объектов. В частности, до конца этого года планируется завершить строительство 7. Это детская школа искусств, библиотека, национальная школа Айкыгата, школа номер 25 и 6 столицы республики, детские сады в 203 микрорайоне Якутска и селе Сырдах. Детский сад построен с учетом всех требований, которые предъявляются к современным образовательным дошкольным учреждениям. В том числе здесь есть даже бассейн. Это всего лишь 4-й детский сад в городе, который имеет такой специализированный детский плавательный бассейн для воспитанников детских садов. Уверен, что вот такие вложения, они показывают как раз отношение в нашей республике к образованию, и к дошкольному образованию, к школьному образованию, к дополнительному образованию, потому что мы понимаем, что вложения в детей, вложения вот как раз в подготовку их, в человеческий капитал детский, это как раз те вложения, которые не имеют под собой никакой цены, они будут оправдываться. Доходная часть бюджета Ленского района увеличилась. В повестку очередной сессии районного совета вошли 10 вопросов. Что касается бюджета, то из него запланировано потратить на поддержку наследников почти 308 миллионов рублей. Львиную долю получит сам Ленск, это почти 138 миллионов. Деньги пойдут на газификацию, ремонт дамбы и дорог в частном секторе, также на ремонт 4 домов в микрорайоне Теплые Станы и освещение. Помимо этого 41 миллион выделят на ремонт наслежных, по 2 миллиона выделят поселениям на программу «Чистая вода». Произошло увеличение прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов на сумму 10 миллионов 315 тысяч 204 рубля. Также произошло увеличение прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов на сумму 120 тысяч рублей в связи с поступлением средств за обучение обучающихся за счет средств ОАО «Сургутнефтегаз». Но сейчас на телеканале Якутия-24 небольшой блок рекламы, и смотрите далее. Чтобы в руках не оказалась подделка. Как обезопасить себя в Новый год от несчастного случая с пиротехникой. Взаимодействие горнодобывающих предприятий и образовательных учреждений в Нейрингре обсуждали сотрудничество на 10 лет вперед. Алданские школьники пробуют себя в печатном деле. Первые успехи юных корреспондентов. В эфире телеканала «Якутия-24. Итоги дня». Мы продолжаем. В предпраздничные дни спрос на салюты вырастает в разы. Продажи новогодней пиротехники растут, но шумный праздник не всегда заканчивается хорошо, если в руках оказывается подделка. Как выбрать ракету, которая взлетит в небо, а не взорвется в руках, узнавала Кристина Якупова. Хлопки петард и красочные огни фейерверков – спутники Нового года. Главное в выборе пиротехники – безопасность. Контрафакт может привести к трагедии. В МЧС Якутии призывают обращать внимание на все детали при покупке праздничных хлопушек. Должны использоваться пиротехнические изделия бытового назначения. Это то есть с 1 по 3 класса. Обращение с которыми не требуют специальных знаний и навыков. Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме декларирования, соответствия или сертификации. Покупатель имеет право попросить у продавца сертификат соответствия. Предприниматель обязан предоставить. На пиротехнике должны быть подробная инструкция на русском языке и срок годности. Покупать петарды и фейерверки нужно в специализированных магазинах или отделах. Целостность упаковки – это обязательно. Известные марки, уже проверенные временем, более предпочтительные, я считаю. Наименование производителя и наименование импортера обязательно должно быть указано на изделии. С каждым годом у нас продажи растут, и очень много людей украшают свои праздники пиротехническими изделиями. Прежде чем запускать фейерверк, следует запомнить несколько правил безопасного поведения. Запускать фейерверк следует на заранее выбранной площадке, соблюдая безопасное расстояние. Заранее внимательно прочитать инструкцию на пиротехническом изделии и соблюдать ее. Поджигать изделие с расстояния вытянутой руки. Никогда не запускать фейерверк с рук, ну и не направлять фейерверки в людей.
На территории города Якутска в период новогодних и рождественских праздников определены места для запуска пиротехники. Точки в каждом округе и микрорайоне. Строительный оказался рекордсменом. Там отведено 12 площадок. И если жителям Гагаринского округа выделена одна точка, то они смело могут прийти на строительный, чтобы запустить в небо разноцветные огни. Полный список площадок на ваших экранах. Кристина Якупова, Григорий Николаев, Якутск. В Якутии нет эффективного механизма заготовки и переработки дикоросов. Между тем, вопрос развития нетрадиционных видов отрасли экономики все чаще встает на повестке дня. Сегодня в России этой отраслью занимается 3 региона, и в этот список может войти и Якутия. Подробности у Ульяны Шагиной. Объем дикорастущих растений в Якутии огромный, отмечают специалисты. Только запасы брусники 2 миллиона тонн. В промышленных объемах можно собирать 14 видов ягод. В обилии растет и зеленый лук. Сбор и переработка кедровых шишек тоже неплохое подспорье. Отдельная тема – различные травы. Между тем, многие растения, произрастающие в республике, практически не изучены. Высшие сосудистые растения начисляется около 2000 растений. Да? И, конечно, это все у нас не изучено. И биологически активные вещества растений, они изучены начиная с 80-х годах, и уже доказано, что наши растения имеют высокое содержание биологически активных веществ. Вот когда развивается тема дикоросов, направление дикоросов, наука не готова в связи с тем, что нет поддержки. Чтобы отрасль по сбору и переработке дикоросов начала развиваться, нужно, чтобы совместно работали не только предприниматели, но и ученые, а также не хватает нормативно-правовых актов для защиты и развития этого направления. Наряду с суровыми природно-климатическими условиями, с труднодоступными территориями и обилием насекомых нет отлаженного механизма по заготовке, переработке и сбыту продукции. Предпринимателей, которые заняты в отрасли, можно пересчитать по пальцам. Все эти нерешенные вопросы мешают им полноценно развиваться. Проблемы создают и нелегальные сборщики растений из Китая, а также фальсификаторы бренда «Сделано в Якутии». Мы можем всему миру, всему человечеству, наверное, предоставить экологически чистый продукт. Именно дикоросы – это очень-очень большая, наверное, перспектива. Мы хотим, чтобы максимально большее количество людей, местных жителей, занимались этим. Мы пока не защищены, мы пока не знаем, сколько у нас каких трав где растет, каким образом мы должны это собирать, кто должен собирать, когда это должны собирать. Это нужно все комплексно решать, и не только мы сами по себе должны ходить и собирать, а вообще все это должно идти комплексно. Сегодня уже есть первые шаги экспортного продвижения якутских дикоросов. 3000 тонн брусничного сиропа попадет в Болгарию. В будущем планируется, как отмечают предприниматели, все экспортируемые товары из Якутии должны позиционироваться как экологически чистый продукт. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Далее в нашем выпуске дайджест событий Ленского района, о которых вам расскажет наша коллега Анна Кожевникова. Добрый вечер, Якутск. О самых главных событиях уходящей недели в Ленском районе вы узнаете из сегодняшнего выпуска. От метрических книг до услуг практически в онлайн-режиме. Все для граждан. В органах ЗАГСа Ленского района, как и на всей территории России, с 1 октября заработала новая программа. Технологический прогресс во втором тысячелетии стремительно набирает обороты. Еще 1,5 века назад оформить документы о рождении, регистрации брака и смерти можно было только при церкви, а для жителей Ленского района лишь раз в год, когда приезжал поп из Витимской волости. За 100 лет история записи актов гражданского состояния круто изменилась. Теперь получить дубликат какого-либо документа, ранее выданного органом ЗАГСа даже другого города, ленчанин может по месту жительства. В этом году органы ЗАГС Российской Федерации вступили в новую технологическую эру. У нас новая программа единого государственного реестра записи актов гражданского состояния, оператором которой является Федеральная налоговая служба. Новая техника на днях прибыла в Ленск. 8 единиц – это водовозки, УАЗы-санитарки, газели, грейдер и квадроцикл были приобретены администрацией Ленского района. Часть техники будет передана поселениям для их нужд, остальная будет задействована под потребности лесоохраны и для междупоселенческих перевозок.
С автозавода в город Иркутск, а оттуда в Ленск. Новую технику пригнали водители компании «Гранит» по Зимнику. Приобрели 8 единиц техники, в том числе 2 водовозки для населенных пунктов, 2 автомашины «Газель» для противопожарных действий в летний сезон, егерь, квадроцикл и бульдозер. За счет местного бюджета мы приобрели свыше 10 миллионов рублей. Да будет свет! Жители микрорайона Чанчик-1 в городе Ленске не раз обращались с жалобами на плохое освещение улиц. В этом году, благодаря сэкономленным денежным средствам, городские власти перевыполнили программу по освещению города. Новые светодиоды засияли не только на улицах сунтарских строителей. Светом озарился весь микрорайон Чанчик. Объем, который мы запланировали, мы его выполнили. Это улицу Победу мы планировали на 2018 год. Но в связи с тем, что в рамках конкурентной процедуры у нас произошла очень бешеная экономия в виде уторговки, мы эти денежные средства согласовали и перераспределили на другие объекты. В приоритет мы поставили это микрорайон Чанчик. Новые светильники на таких же новых опорах линий электропередач появились в переулке Больничном на улицах Чернышевского, Замир и Ленских событий. Это были все новости уходящей недели. До новых встреч! В Якутске на форуме новаторства обсудили инициативы по развитию города и актуальные проблемы. К концу подходит год новаторства. Отметили, сделано многое, но предстоит еще большая работа. Каких проектов по улучшению городской среды ждать горожанам, расскажет Ольга Башук. Согласно стратегии социально-экономического развития, до 2032 года Якутск должен стать городом здорового образа жизни и долголетия. В столице создадут комфортные условия проживания для каждого. Это поможет увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет. Есть очень амбициозные проекты. Это, во-первых, благоустройство набережного озера Сайсары. С этим проектом город вошел в программу федеральную программу развития ключевых пространств в 40 городах России. Вводятся уже такие пространства, как ворота Якутска. К концу года финансовая отчетность будет, но весной нам вместе предстоит продумать как раз культурное программирование этой территории. Я более чем уверена, что эта территория заживет, потому что там действительно есть потенциал. Еще один прогрессивный проект – парк будущих поколений. Ведущие архитекторы страны специально прилетят в Якутск для защиты проектов. 23 января жюри под руководством главы Якутии Айсена Николаева выберет лучшую команду из 5 финалистов, а проекты остальных участников реализуют на других общественных пространствах города. Нам кажется, что это пространство, которое может задать вообще новый тренд в развитии всех общественных пространств города. В парке выделено зонирование, он должен содержать в себе и зону для спортивных, экстремальных развлечений, и зону для детей. Обязательно рекреационную зону, которая в том числе должна быть своеобразной сценой или платформой для мероприятий. Главный критерий, который к нему сейчас предъявляется, он должен иметь всесезонный характер. Не забыли и про пригород. На Восточном экономическом форуме представили проект «Кангаласы 2.0». Этот отдаленный район, уверены эксперты, ждет большое будущее. Возможно, даже более яркое, чем у центра Якутска. Все знают, что там добывали уголь и сейчас добывают, но тем не менее там сейчас очень хорошие возможности для создания, обновления, реконструкции города, то есть микрорайона. Предполагается сделать его местом притяжения талантливых, креативных людей, людей, которые способны создавать новые продукты для того, чтобы производство, я имею в виду, и предпринимательство, и чтобы эти продукты выходили за пределы республики. Участники отмечают, в улучшении городской среды важную роль играет само население. В момент, когда вы берете ответственность за свой двор, за свой подъезд, за свой парк, в этот момент все меняется. До тех пор, пока вы ждете, что кто-то, главный архитектор, мэр, кто-то еще будет решать ваши задачи, проблемы, угадывать ваши желания там, вы ничего не добьетесь. Вы будете получать мертвые пространства, потому что вы отдаете, вы перекладываете свою ответственность, свою креативную энергию, свое представление в уста другого человека и рассчитываете, что его вкус и его любовь ко всему должна это покрыть. Муниципальные власти и городские службы – это лишь сервис, который помогает жителям решить их проблемы. Главная инициатива самих горожан, их желание что-то обновить и улучшить. Ведь большое дело начинается с малого. Ольга Башук, Семен Семенов, Якутск. В Нерюнгри обсуждали взаимодействие горнодобывающих предприятий и профессиональных образовательных учреждений. Кто принял участие в форсайт-сессии, какие темы были подняты, расскажет Екатерина Павлова.
Профессионально-образовательный кластер Южно-Якутского технологического колледжа создан более 2 лет назад. Не реже 4 раз в год образовательное учреждение встречается с местными предприятиями для решения актуальных вопросов и планирования будущего. Не только у компании Мечева, не только у компании Колмар, не только у компании той же СВЭК, да, так называемый кадровый голод. Произошел провал в российской угольной отрасли, как в угледобыче, так и в переработке. И сегодня, да, все практически компании испытывают кадровый голод. И поэтому вынуждены идти на ряд мер, да, стимулирующих таких, по сути, отбивать друг у друга кадры для того, чтобы закрыть свои потребности. Популярная технология Foresight-сессия позволяет организациям и компаниям определить желаемое будущее, договориться об инструментах и плане достижения этого будущего. Основа методики – совместная работа участников с картой времени, образами и схемами. На сессии совместно обсудили планируемые действия для трансформации в системе подготовки кадров. Ведь без понимания тенденций и перспектив развития местной промышленности сделать это было невозможно. Наша задача на сегодняшний день – выстроить такую систему взаимодействия, которая бы отвечала потребностям на сегодня, на завтра и на очень далекое будущее. Но то, что оно наступит и придет, это ни у кого сомнений не вызывает. Но о том, что платформу для этого нужно готовить сейчас, это тоже все прекрасно понимают. По итогам конструктивного общения были сделаны выводы и намечены планы. По словам директора, колледж будет не просто образовательным учреждением, которое готовит кадры по ту или иную отрасль. Он будет трансформирован, а именно начнет заниматься анализом экономической ситуации в районе, стране, увязываясь с мировыми экономическими трендами и, исходя из этого, анализировать свои системы подготовки, создавать новые компетенции, индивидуализировать образовательный процесс. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. В Алданском районе дети пробуют себя в печатном деле. Помимо журнала «Шар», юнкоры выпускают газету, а также публикуются в ряде изданий, рассказывает Татьяна Вахнина. Социологический опрос, поэтическая страничка, новости школы плюс немножко юмора. Планирование очередного номера «Домовенка» сопровождается бурными обсуждениями. Похоже, занятие у юных журналистов затянется. Мы делаем новогоднюю тематику, то есть мне интересно узнать какие-то факты о грядущем Новом году. Кружок журналистики, действующий при школе с углубленным изучением отдельных предметов, является районным ресурсным центром. Попробовать себя в качестве корреспондента может каждый. Сегодня кружок посещают порядка 2 десятков ребят с 5 по 10 классы. Из-под пера юнкоров выходят десятки публикаций. Свои материалы ребята размещают на сайте школы и в районных газетах. Самое сложное, когда все собрали некоторые материалы и нужно создать общую страницу для газеты. Школьная газета «Домовенок» выходит каждые 3 месяца. Юнкоры пишут о буднях школы, рассказывают о жизни города и района, а также публикуют интервью с интересными людьми. Ребята участвуют в конкурсах сочинений, ребята самостоятельно заполняют поэтические страницы, то есть еще занимаются поэтическим творчеством, хотя не очень имеет, да, отношение к журналистике, но развивает. Ребята участвуют в конкурсах фотографий. Параллельно с подготовкой материалов к печати ребята изучают теоретические азы журналистики. Залог развернутого ответа – правильно поставленный вопрос. Ребята, разделившись на пары, осваивают жанр интервью. Мы только пробуем это делать, и пока что у нас не получается. Но мы потренируемся, и у нас получится. В третьей четверти работы у юнкоров прибавится. Они начнут готовить к выходу в свет очередной номер журнала «Шар», что означает «Школы Алданского района». Журнал выходит раз в год, к последнему звонку. Статьи и фотографии о своей школе в «Шар» готовят ученики каждого учреждения. Главными редакторами, говорят юнкоры, быть сложно. Что-то не предоставляют вовремя, что-то просят, чтобы отложить на какое-то время. Соответственно, работа откладывается и у нас на последний какой-то момент. Часто бывает, не открывается тот или иной файл. Печатается журнал в одной из типографий Якутска. Тираж составляет несколько сотен экземпляров. Номер на память получает каждый выпускник. Татьяна Вахнина, Руслан Павлов, Алдан. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Удачи вам.